Какое значение уделяет ислам воспитанию детей? Если я мягко отношусь к своим детям, то это милость Аллаха. Если кто-то лишен этой милости, то он лишен этой мягкости. Мусульманин, родители, они обязаны ли учить и наставлять своих детей? Самое лучшее, что может оставить родитель, это хорошее воспитание. А вообще, у родителей есть какие-нибудь, у матери и у отца какие-нибудь обязанности перед ребенком своим? И мать, она должна давать ребенку самое большое, это ее любовь. Отец – это воспитание. И это две большие, как бы скажем, ценности. Ассаляму алейкум, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем наш подкаст, и сегодня к нам в студию пришел гость, необычный гость. Это член Республиканской информационно-разъяснительной группы, а также директор фонда «Закят и благотворительность» при Духовном управлении мусульман Казахстана Хайргалиев Махсатбек Махсатулы. Устаз, ассаляму алейкум, добро пожаловать, хош келдіңіз к нам в студию. Как ваше здоровье? Стас, сегодня у нас очень в нашем подкасте сегодня такая тема актуальная, наверное, для каждого родителя. Это воспитание детей. Воспитание детей в сфере ислама. И, как известно, этот год президент, глава государства объявил годом детей. И хотелось бы немножко подробнее узнать, что говорит ислам о воспитании детей. Вот у нас такой вот вопрос, Устаз. Вообще, какое значение уделяет ислам воспитанию детей? Дело в том, что вопрос вообще позиционирования семьи в целом, да, он состоит из нескольких разделов. Там отношения мужа и жены, отношения с родителями, отношения с детьми. И каждому этому вопросу и в Коране, и в Сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, уделяется очень много времени, очень много моментов, на которые стоит обратить внимание. Допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он никогда не ругал детей. Очень много хадисов, в которых люди, которые были рядом, да, сахабы, в детском возрасте, они говорили, мы не слышали, что он как будто ругал детей. Очень много хадисов, где говорится, как он относился к своим внукам. Да. Они залазили на него, когда он читал намаз, как-то мешали. Есть хадисы, в которых говорится, что люди приходили, жаловались на чрезмерную мягкость его, когда он жестко отвечал им, говоря, что это милость Аллаха. Да? То есть, если я мягко отношусь к своим детям, то это милость Аллаха. Если кто-то лишен этой милости, то он лишен этой мягкости. Очень много хадисов, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спускался на уровень детей, шутил с ними по-детски, пытался поднимать им настроение. И через призму всех этих хадисов мы можем с уверенностью сказать, что ислам, он имеет очень большой багаж, который может помочь очень много решить проблем, которые сегодня у нас в социуме, именно в вопросах воспитания детей. То есть ислам уделяет огромное значение и является этим примером посланника Аллаха. Безусловно. Ну, каждый из нас, он говорит, я стараюсь быть похожим, подражать пророку, алейхиссалям, но это как бы связано только с вопросами поклонения. Но на самом деле следование сунне нашего пророка, она не ограничена, да, сунна, только вопросами поклонения. Она полностью касается и вопросов наших, допустим, деловых отношений, бизнеса, вопросов воспитания детей, вопросах отношений с нашими близкими и так далее. То есть шариат – это комплексное понимание. Один ученый написал книгу недавно и назвал ее таким образом «Шариат – это я». Или, ну, если более такое название сделать на русском, чтобы понятно было, шариат во мне, наверное, да? Да. То есть я и есть шариат, в принципе. Мы не можем оторвать от себя шариат и рассматривать себя вне шариата. То есть какие-то позиции говорят, да, это мне подходит, я беру это шариат, это мне не подходит, я не буду брать.
Да. Устаз, вот у нас есть семьи, где дети уже родились в мусульманских семьях, у которых родители уже совершают намаз, например, совершают религиозные обряды. И вообще родитель, мусульманин, родитель, они обязаны ли учить и наставлять своих детей? Конечно, это прямая обязанность родителей. То есть самое лучшее, что может оставить родитель, это хорошее воспитание своим детям. Это заповедь нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и поэтому даже она сама, я думаю, носит очень большой такой мотивационный характер, потому что значит самое лучшее? Ты можешь оставить деньги, там, не знаю, дом, машину, но из всего этого самое лучшее – это воспитание детей. То есть все второе, оно должно быть второстепенным. Воспитание в плане нравственном, духовном, воспитание в плане как бы направлять ребенка, наставлять его, правильно обучать его. Это все объемлет этот хадис. Да, Устаз, а вот некоторые, ну, как мы знаем, что дети – это милость Всевышнего, и пророк говорил, что дети – это милость. Вообще, это милость большая, и когда ребенок рождается, родители должны же какие-то делать обряды или там обычаи по исламу, вот у нас, особенно у казахов, у Ну, тюркских народов. обрядов очень много, да, у нас у казахов, у тюрков. Они, в принципе, я думаю, во всех народах, ну, насколько я видел, да, они, в принципе, одинаковые, да. Вне зависимости от вероисповедания, появление ребенка на свет – это очень большой праздник. Да. Что касается ислама, у нас есть обряд это от азана, да, когда человека нарекают именем. Есть обряд, тахник называется, да, ну, скажем так, символическое, да, переход, как бы дуа или молитвы человека старшего, которую он делает за новорожденного, да. У арабов этот обряд сопровождается как бы разжевыванием финика, да, и части его. У нас есть обряд тоже как бы символизирующий это, тусау-кесер. Да. То есть, когда человеку режут путы и говорят его, да, они у нас белые и черные, да, чтобы у тебя все было легко. И поэтому, ну, не знаю, сейчас наши обряды, они тоже начинают смешиваться. И такой микс, допустим, кто-то там, если девочка ставит перед ней куклы, там, машинки, и типа... Модернизируется. Да, модернизируется. Ну, исконно, я думаю, это отход вообще, да, от этих традиций. В каком плане? Казахи это делали как дуга, да? Как Да. традиция. А сейчас мы как бы этому маленькому ребенку сами предоставляем это право, и вот что он выберет, и говорим это. Ну, если бы этот ребенок выбрал как бы исходя из как бы, каких-то своих знаний, да, навыков, там, через 5-10 лет уже, да, когда что-то знает, я бы согласился. Казахи же говорят, балажастан. Но то, что он выберет, казахи раньше передавали через дуга, да, и дуга, оно было такое всеобъемлющее. То есть, там, жолыңақ болсын, чтобы у тебя там никаких преград не было, чтобы у тебя все легко было. Это все мы сейчас заменили вот этими машинками. И говорим, ты сам выбирай. Я думаю, это немного тоже отход от истинных традиций. И поэтому, если мы декларируем, что мы должны истинно казахским традициям следовать, то мы должны, прежде чем туда что-то новое привносить, как бы немного советоваться, да, с аксакалами, как это правильно. Сегодня это машинки, завтра кто-то начнет, ну, мы же знаем, что вот эти тои, лишние традиции, это просто лишняя трата денег. Да? Да, Когда кто-то занимается показухой, завтра кто-то начнет просто реальную машину туда привозить в этот зал, и потом это все начнется. Недавно у нас была акция в реабилитационном центре, и тогда верховный муфтий Наурузбай Хажи Таанула, он сам пришел, и вот дети, которые не умели ходить, вот Зикет фонд, мы им купили специальные тренажеры, которые помогали восстанавливать эту моторику. Детям И с эти ограниченными дети, да, возможностями. с ограниченными особенными детям, они начинали ходить потом. И с этими словами напутствия, когда перерезали путы, это вот было поистине, да, духовно.
Это была и дуа, и молитва за этого ребенка, и пожелания, и, скажем так, мотивация для родителей, и благодарность медикам, все вместе. А когда мы это делаем просто для того, чтобы показать, что у нас есть машина, мы ее можем загнать в этот холл, да, где это все мероприятие проходит, я думаю, от этого, в принципе, да, мало какая польза. И вот это расточительство, вот это ислам не любит. Да. Если вы хотите что-то дать ребенку, дайте ему хорошее воспитание, дайте ему хорошие знания. Но когда вы стараетесь ребенка превращать в предмет роскоши, его осыпаете золотом, серебром, тогда это уже нечто другое получается. Недаром наши ханы, да, все, кто правили государством, они отдавали своих детей, сыновей на воспитание там, батырам, да, потом мудрецам каким-то, да, Стазам, чтобы они стазом получали вот этот багаж весь знаний. Но когда они начали детей оставлять у своих жен, то мы потеряли полководцев, мы потеряли батыров. Да. Я не имею в виду там, чтобы их не кормили матери. Я имею в виду, что воспитание женское – это хорошо, но иногда мужчинам приходится принимать мужские решения, которые они должны учиться у мужчин. Да, Устаз, вы говорили, вот, что сейчас много родителей, которые делают исраф или расточительство, буквально детям с маленьких лет, то есть с первоклассником покупают айфоны, лишь бы ребенок у них был, то есть в тренде, не отставал от своих сверстников. И многие родители даже делают мероприятия, там ребенок пойдет в первый класс, они проводят это в ресторане, как мы любим, наш народ особенно. И мы знаем, что, вы говорите, устазы, наши предки давали детей батырам, устазам, медресе, да, с такими напутственными словами, как, например, то есть «Ет синыка, сьюгаминыка», да. Но вот какие вы можете дать наставления родителям, именно родителям, чтобы они вот перестали вот эти вот делать показушничество или как это Ну, назвать? не знаю, наверное, надо просто осознать, для чего мы это делаем. Да. Я вот сам, да, отец детей, и я вот понимаю, то есть, почему мы детям это покупаем, балуем, насколько это надо нашему ребенку, да? Вот у него есть одна машинка, одна кукла, хорошо, 2, 3, но когда ребенок каждый раз приходит в магазин, показывает на машинку, и ты ему покупаешь, ты его начинаешь баловать. И он начинает тобой манипулировать, начинает плакать, начинает истерить. И это получается в том, что у тебя дома потом в конце целый автопарк машин, Да. с которыми он играется буквально день-два. Я помню времена, когда вот послевоенные, да, мне рассказывали вот старшее поколение, мои родители, да, когда у них не то, что там машинок не было, да, они все там вырезали из дерева, и пистолет деревянный, и автомат деревянный там, и вот так игрались. И они потом поиграются, читают книги. А сейчас наши дети играются уже такими игрушками, потом, как только он уже начинает уметь держать гаджеты, мы ему даем гаджет, и получается его воспитывает гаджет. Когда мы эту черту переходим, потом уже, я говорю, пеняйте на себя. То есть вы уже никакого участия в воспитании своих детей не принимаете, его воспитывает, раньше мы говорили, улица, а сейчас интернет. Но интернет это в 100 раз хуже, чем улица, поверьте мне, и поэтому этот вопрос очень надо ребром ставить. И если мы этого сейчас не сделаем, то завтра будет поздно. И я вот поднимал несколько раз инициативу, чтобы был какой-то комплексный продукт родительского контроля. То есть, что мы знали, где наш ребенок находится, пришел ли он вовремя со школы, делает ли он домашнее задание, или он смотрит там свою сотку. И ограничивать ему доступ в интернете, да, это все можно сделать сейчас, привязать к сотовому телефону родителя, Приложение да, создать и какое-нибудь. создать приложение, и как бы все автоматизировать. Мы же сейчас стремимся к цифровому, да, к Казахстану, развитию, и надо начинать с детей. Вы знаете, я, к великому сожалению, узнал, что у нас на казахском языке, в принципе, развивающих даже детей нету игрушек. Да, если нету Да, игрушек, это программ, очень приложений, печально, да. Хотя бы в вопросах, не знаю, истории, там, географии, это элементарных вещей, чтобы дети на своем уровне могли это делать. Сейчас появляются уроки, хотя, слава богу, это уже, я думаю, шаг вперед по развитию, да, этих там вопросах точных наук, там,
изучение языков, но нам нужно еще духовное развитие. Да, конечно. Стас, вот такой вот вопрос. А вообще у родителей есть какие-нибудь, у матери и у отца какие-нибудь обязанности перед ребенком своим? И в сфере ислама тоже это. Ну, обязанностей очень много, но вкратце я бы вот хотел ранее озвученным хадисом сказать, то есть а, в Коране есть аят, да, в котором говорится, что в вопросах матери, да, что значит она его вынашивает, кормит, да, и там еще она его рожает, и все эти процессы, они очень, скажем так, нелегки для матери. Это все переживание, это все переход или перестраивание организма, да, очень тяжко для матери. И Всевышний Аллах, Он сказал, она это все переживает, мать, через силу, если даже точнее сказать, непомерную силу. Да? То есть, если бы сейчас мужчине сказать, сейчас каждые полчаса тебя будет тошнить, ты ночью не сможешь спать, у тебя будет одышка, да, не каждый из нас согласится это все 9 месяцев 9 терпеть, месяцев да, носить. потом еще роды, потом еще кормить этого ребенка, не спать по ночам, это очень большой труд. Да. И после всего этого, да, мать, она просто своей любовью этого ребенка иногда немного может разбаловать, да, для этого должен отец, да, чтобы смотреть. Но, к сожалению, у нас сейчас некоторые семьи неполные, да, и вот это отцовской иногда, ну, чуть-чуть жесткой руки не хватает, она заменяется любовью матери, и ребенок, он растет в такой очень комфортной зоне, да, и не хочет из нее выходить потом. Поэтому ислам за полную семью, эти ценности должны отстаиваться. И мать, она должна давать ребенку самое большое, это ее любовь. Отец – это воспитание. И это две большие, как бы скажем, ценности в исламе, которые являются отправной точкой. Да, Устаз, а вот у нас в шариате, у нас в исламе есть хадис, где говорится, что пророк, когда человек умирает, у него, то есть награда его продолжается идти, и это если садака джария сделал, оставил полезные знания, и третье – это праведное потомство. Естественно, мы все хотим иметь праведное потомство, чтобы наши дети были с иманом. Многие родители даже сейчас отдают детей в медресе при мечетях, да, и уже дети участвуют в республиканских конкурсах, участвуют, получают призовые места. И все мы хотим праведное потомство. А вот как воспитать праведное потомство нам, родителям? Я вот не зря сказал раньше, да, почему первого ребенка отдавали родителям на воспитание. Да, это... Это был такой, я говорю, мастер-класс свой, да, то есть молодые родители, ну, если казахи говорили, он уштио тауесы, да, ну, он в 14 становился папой, да, ну, в 15. Что он мог дать ребенку? Ему нужен был мастер-класс, кто его научит, да, правильно воспитывать. И первого ребенка отдавали на попечение его бабушки и дедушки, и они его баловали одновременно, но в то же время они показывали своим детям, как надо воспитывать. И после этого мастера-класса уже второй, третий, четвертый, пятый, десятый ребенок, он уже получал правильное воспитание. Сейчас молодожен мы выселяем, говорим, вот живите своей жизнью молодой. Да, а как воспитывать ребенка? Эти дети потом сами нам приходят, говорят, вы не вмешивайтесь, это наш ребенок, мы сами разберемся, у нас есть YouTube, да, куча методов там, 100 тысяч способов воспитания, мы все изучили, мы все прекрасно знаем. Но эти методы, они не всегда подходят к казахам, к нашему быту, к нашей ментальности. И сейчас очень много, слава Всевышнему, да, и у нас и среди имамов, вообще в духовном плане, кто пишет по воспитанию, по семейным ценностям. И очень много вопросов там освещается. Отношения родителей к ребенку, детей к родителям и так далее. Но один важный момент, который мы не должны упускать из виду, эти знания, они не придут просто так, да? То есть, если сейчас мы не можем родителям отправить ребенка в аул, там еще что-то сделать, то надо стараться как бы получить эти знания
в наших книгах, да, старых наших дастанах этих, вот как мы патриотизм воспитаем? Если наш ребенок не знает, кто такой Алпамыс, да, не знает, кто такие жоңғары, да, не знает про наших батыров, Хабанбай, Бөгенбай, Фольклора. да, фольклора, он не знает, ему все равно, что такое Тары и Талхан, это для него одно и то же, это в итоге получается каша, да. Да, который сейчас Да, знают он, ТикТок. он не знает, как делать масло, он не знает, что такое сют-машина, да, что такое сепаратор, он вообще ничего не знает. И когда приносят на стол карта, он говорит, воняет. Когда приносят голову, он говорит, что за ужас, да, это негуманное отношение к животным. Постепенно мы потом приходим к трансформации сознания, да, и в будущем мы теряем эти традиции. А кто такие вот японцы, допустим, да, они сохранили все свои традиции. Да. Но это им не мешает, да, быть там высокотехнологичной страной и так далее. То есть они гордятся этим, да, что они жили так. Арабы, допустим, если вы поедете там в Эмираты, вы поедете, там какой-то старый музей стоит, ну, в смысле, музей новый, ну, элементарно, там нет золотого человека в этом музее. Там просто показывают, как арабы ловили рыбу, да, и они этим гордятся. А у нас есть золотой человек. Вот что такое золотой человек? Спросите своего ребенка, что такое золотой человек? Он на тебя посмотрит, что такое золотой человек. Кто это? Да, но мы должны им объяснять, что был звериный стиль, да, что вообще культура получения из руды золота, его обработка, да, до таких мелочей, это высший пилотаж был того времени, да, то есть вот это, ну, говоря нашим языком, ювелирное искусство, которым обладали наши предки. Но потом, волей судьбы, из нас сделали просто пастухов. Но мы были великой нацией, которые управляли этой великой степью, могли получать золото, могли обрабатывать дерево, могли приручать лошадей, да, и других животных, и которых, когда слышали топот копыт этих животных, у всех там, начиная с Азии до Европы, сердца начинали очень быстро пульсировать, да? Да. И мы должны это рассказывать своим детям. Они должны расти этим, и они должны гордиться этим. А когда они гордятся, что они пообедали в Макдональдсе сегодня, да, а завтра их свозят в Диснейленд, тогда мы получим то, что мы получаем сегодня. Да? Это, я бы не сказал отказ от традиции, это пренебрежение, да, традициями. А я вот, допустим, со своими детьми, даже если им не нравится, я заставляю их, да, вы должны это учить, вы должны знать, кто такой Чингисхан, что он сделал с казахами, да, что после этого было, кто такой Историю. Гитлер, да, Да, историю. и где правильно, где неправильно. Но, хвала Всевышнему, у нас для этого есть дедушка, он рассказывает, да, эти функции на него мы переложили, но те семьях, в которых нет дедушки, может, нам стоит создавать, да, какие-то такие кружки, не знаю, воскресные, еще каких-то, чтобы детей можно было привозить. Вот у нас один проект есть тоже, мы хотим его воплотить, как он называется «Этнаул», да? Вот в Астане куда ты ребенка приведешь? Да. Чтобы он мог потрогать, да, что такое седло, чтобы он сел на лошадь, одел, да, эти доспехи. Национальную одежду. Да. И у нас есть в Туркестане, конечно, спору нет. На Я, юге. да, недавно там был. Ты надеваешь на себя саут, да, ты чувствуешь себя батыром. Снимаешь, надеваешь на себя роскошный шапан, да, с мехом, ты чувствуешь себя ханом. Да. Да, и ты во всех этих воплощениях понимаешь, да, что, оказывается, альхамдулилля, мы как бы народ, который все это делал, через все это пережил, и это очень хорошо. То есть поймать лису, ее обработать шкуру, потом ее пришить к материалу еще, да, чтобы это еще все держалось, чтобы никуда не разъезжалось, это очень большой труд нужен для этого. И это там только одна лиса, это у тебя ворот, одна лиса, это у тебя шапка. То есть ты уже 2 лисы должен поймать. А как ты их ловишь? Ты приручаешь беркута. Но попробуй этого беркута, который вольностью вырос, да, приручить. Это надо сперва найти вот цыплят, забраться на гору, там, в пещеру, вытащить их, вырастить, приручить и все так далее. Да? Это колоссальный труд, но мы это умели делать, понимаете? А почему человек или нация, которая смогла приручить лошадь, а домашнюю, ее, да, приучить беркута, мы не можем приучить своих детей? Да. Стас, вот многие дети сейчас очень, особенно школьники, да, очень агрессивные. Вот,
Откуда эта агрессия у них сейчас? Многие школьники, мы видим в социальных сетях, не уважают учителей, а вот наши учителя — это те, кто дают нам знания, и наши родители, всегда, наши предки всегда уважали учителей, устазов, и даже есть хадисы, в исламе тоже говорится об уважении к учителю, наставнику. Тот, кто не почитает старших, не из нас, да, говорит пророк. А вот тут, как вы думаете, агрессия у нынешних школьников, у нынешней вообще молодежи? Ну, я, наверное, думаю, в этом и роль родителей, и роль социальных сетей, и вот это чрезмерное, скажем так, ограничение, да, детей. Я помню, раньше, как уже было сказано только что, то есть говорили, что это значит? Все, мы тебе отдаем ребенка. Да? Это не только казахские традиции, да, там китайцы тоже детей там в монастыре давали, да, их Да. учили там мудрости. И поэтому кто-то говорит, это еще питание, да, там очень много там продуктов, которые генно модифицированы, они тоже влияют. Но я думаю, это все вкупе, да, то есть одно нельзя сказать, вот все из-за этого. Поэтому мы должны воспитывать своих детей, разговаривать, уметь слушать их. Раньше у нас, я вот помню, в советское время были вот эстафеты, да, звали семьи с детьми, они там, такая коллаборация была. А сейчас родители в субботу-воскресенье уходят на той, дети дома одни, и вот это все начинается. Поэтому, как говорил наш пророк, саллаху алейхи вассалям, самое лучшее, если то, что мы можем дать нашему ребенку, это хорошее воспитание, то это не зря сказано. Если это где-то мы должны пожертвовать чем-то, да, где-то, может, чуть-чуть карьерой, где-то чуть-чуть связями, да, социальными, но это жертва во имя наших детей. Ради будущего. Да, ради будущего детей, и очень там большая запятая или многоточие, да, это и нации в будущем, да, потому что если мы сегодня детей воспитаем неправильно, вот этот манкуртизм, да, который в нас вбивали, то мы видим очень много народностей, которые просто потеряли свои традиции. Которые забыли. Да, вот в начале, когда Советский Союз, первая перепись населения была, там было указано, что около 400 национальностей. А сейчас современная Россия, там Казахстан, если все собрать, 200 будет, я буду рад. А где остальные? Да. Вот именно среди детей сейчас очень актуально, среди населения, одной из актуальных вообще в обществе нашем является проблема детского суицида. Ведь многие дети сейчас агрессивны не только из-за социальных сетей, это и компьютерные игры влияют, это и невнимание родительское. И возросло увеличение не только суицида среди взрослых, но и среди детей. Это одна из больших проблем нашего государства, но и не только нашего государства, но и в мире. Вообще, какие выходы решения есть среди детского суицида, и что говорит религия? Ну, не знаю, суицид это же, то есть наша жизнь, это подарок Всевышнего, и она нам верена, да, в управление, то есть мы распоряжаться ей не можем. Поэтому к жизни мы относимся так, это аманат, мы должны ее прожить правильно. Что касается суицида, в том числе детского, очень много ведется работы и в государстве, и на разных уровнях, и мы, да, сами, но мы хотели бы провести какую-то, не знаю, обширную работу именно с родителями. То есть детский суицид, психолог, он общается с детьми. Но надо общаться с родителями. То есть, чтобы родитель разговаривал, чтобы он замечал эти акторы, да, если ребенок уходит в себя, в чем проблема, если ребенок перестает учиться, если ребенок перестает быть жизнерадостным, если у ребенка начинает проявляться там излишняя агрессия, это все родители должны видеть, и когда надо, они должны бить в колокол, да, Первые признаки. поднимать тревогу. То же самое касается учителей в школе. Если какого-то ученика весь класс хейтит, он это переносит, но в конце это чем-то может сказаться, да, аукнуться. Мы очень много видим в американских школах, в частности, да, вот ребенку все надоело, он взял автомат, не знаю, там, винчестер, пистолет, пришел в школу и расстрелял всех своих одноклассников.
Просто они вот достали, да. Но с ним вовремя никто об этом не поговорил, никто не пожаловался, там родители не пришли в школу, не сказали учителю, чтобы она провела беседу. И это у нас есть. Раньше у нас был такой хороший институт, он назывался родительский комитет. Сейчас, если вы пойдете в школу на родительское собрание, половины родителей нет. Это что значит? То есть их не то, что они одно собрание пропустили, их систематически не бывает вообще целый год, понимаете? То есть им, получается, нет никакого дела и интереса, что происходит с родителями. То есть родители, они должны говорить, вот этот ребенок, он по отношению к моему ребенку проявляет агрессию. И второй тоже скажет, да, моя дочь тоже жаловалась на него. И там принимается коллегиальное решение по поводу проведения разъяснительной работы с этим агрессивным ребенком. Вызываются его родители, им объясняется, привлекается школьный психолог и так далее. А если этот родитель не приходит, то с кем разговаривать тогда? И эта агрессия дальше идет. Но я не удивлюсь, что есть некоторые школы, где там больше 50%, 60% может родителей не приходят. Понимаете, да? То есть вот этих коллабораций, или как мы сейчас, модное слово у нас называется, тимбилдингов нет с родителями, да? То есть родители проблемы, которые у них есть с детьми, в отношении школы, они должны между собой тоже обсуждать, их решать. То есть есть дети, которые, из трудных семей, да? Да. Может, наоборот, им дать какую-то мотивацию, их поддержать, их родителей как-то поддержать, да? Не просто ругаться тупо вот так, а их поддержать в каком плане? Посоветовать им что-то, да, хорошее. Сказать, вот есть такое решение. Если родители тоже агрессивные, они пусть позовут, не знаю, поавторитетнее кого-то, да, кого он может послушать. И только путем вот таких уговоров, разъяснений эту проблему мы сможем решить. Устаз, а вот вы уже много лет в сфере религии работаете. В вашем многолетнем опыте на пути религии вообще в исламе были ли какие-нибудь забавные случаи воспитания детей, имеется в виду? Может быть, родители какие-нибудь приводили интересных детей? Или вы встречали какого-нибудь какие-нибудь забавные случаи? На самом деле, забавные случаи родители каждый день, да, они со своими детьми, они наблюдают. И как бы каждый родитель, он старается запечатлеть, да, что-то хорошее в жизни. Но забавным для меня сейчас приходятся случаи, когда родители снимают то, что дети делают неправильно. Потом смеются над ребенком вместе, и ребенку это нравится. То есть ребенку нравится, что он делает что-то неправильно, и это всех, скажем так, раззадоривает, и он получает, его мозг, сигнал, что это хорошо. И он начинает делать неправильные вещи. Но забавно, я имею в виду в кавычках, да, то, что мы сами поощряем это. Но что касается из моей жизни, да, недавно я смотрел ролик, тоже кто-то выложил, и тогда вот ребенок, он ругает, да, говорит, не мешай, у меня отец читает намаз. Это очень забавный случай, меня поймут, наверное, все намазханы, когда ты читаешь намаз. Я говорил, что с пророком тоже такое, да? Дети на тебе вешаются, они просто ждут, когда ты уйдешь в земной поклон, да, чтобы на тебе повиснуть. И никто их не может, да, ничего сказать. А здесь вот все, не мешай, Аки читает намаз. И вот таких историй каждый раз в жизни у нас много. И я рад, когда вот детский смех. Вы знаете, да, сейчас в Европе вот рождаемость, она пошла очень вниз, да, кривая. Они не хотят детей, они не хотят эти суеты, хлопоты, им это не надо. Но на самом деле это очень хорошие положительные эмоции, которые и влияют на мозг, и на продолжительность жизни, и вообще, чтобы не уйти в себя, не впасть в депрессию. Мы живем ради детей, да, так. Но эти люди, они хотят жить ради себя. Но в конце, как бы по скриптум, да, сегодняшней нашей встречи, для чего мы тогда живем? Мы не должны жить для детей, и мы не должны жить для себя. Мы должны жить для нашего будущего, да? Где должны быть правильные дети и правильные родители. Если мы для себя такую большую цель поставим, мы к ней придем.
Но если мы будем жить ради наших детей, то мы их разбалуем. Если мы будем жить ради себя, то мы перестанем рожать детей. И тот случай, он, скажем так, ни к чему хорошему не приведет. А если мы поставим цель, чтобы создать здоровое общество, Здоровую да, нацию. здоровую нацию жизнеспособную, которая может развиваться, а не сама себя поедать, не паразитарную нацию, тогда и жить будет весело. Стас, мы благодарим вас за то, что сегодня пришли, открыли подробно более эту актуальную тему воспитания детей, ведь эта тема очень актуальна в нашем обществе и актуальна для каждого родителя, я думаю. И не только в сфере религии, вы поделились опытом, дали наставления какие-то родителям, привели истории, факты. Стас, мы благодарим вас за то, что пришли в нашу студию. Желаем вам успехов в вашей работе, в вашем труде. Желаем вам, вашей семье, вашим детям здоровья, благополучия. Напомню, друзья, у нас сегодня был в гостях член Республиканской информационно-разъяснительной группы, а также директор фонда «Закят и благотворительность» при Духовном управлении мусульман Казахстана Хайргалиев Махсат Махсутулы. Салям алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.